А еще где-нибудь на территории СНГ есть такой аналогичный завод, который сейчас есть в Атырау по производству вагонов? Ну, прямо аналогичных нет. У нас, надо сказать, совершенно уникальный Атырауский вагоностроительный завод. Это уникальное явление, потому что это первый вагоностроительный завод, который построен именно под производство вагонов с оптимизацией всего технологического процесса. То есть, и мейдинг, вагоны Тексоу, мейдинг Казахстана, они ездят бегают по всему СНГ? Уже везде абсолютно, да, они побывали там в России, там, в Киргизии, они побывали даже в Узбекистане уже, в Монголии. То есть, в принципе, да, они разбежались практически по всему пространству 15-20. А вагоностроительный завод уникален чем? Все предыдущие вагоностроительные заводы, их много. В свое время самый крупный был, это флагман советского вагоностроения, был Азовмаш. Это Украина, Мариуполь. Но этот завод был построен вот типично завод тяжелого машиностроения. Там не думали об оптимизации производственных процессов. Да, там были высокотехнологические производства, была очень мощная культура производства. Вот на заводе одно из самых главных – это кадры, это люди, которые работают, их профессионализм, их вовлеченность в процесс, там, желание достичь чего-то. У нас тоже такие люди тут появляются, нарождаются. Я очень многими прям чрезвычайно горжусь, доволен. Сейчас вот новые вагоны, новые типы модели собирают исключительно вот бригады, созданные из людей, которые прям доставляют удовольствие творить, создавать будущее. Но сам завод в Мариуполе был построен типично по-советски, то есть на случай ядерной войны и так далее, разбросанные в разных... То есть внутри завода, представьте себе, были своя железная дорога, свои улицы со знаками дорожного движения, светофорами. Ну, все строилось капитально, Даже наверняка. взлетно-посадочная полоса, там был свой собственный аэропорт. Идея была такая, что в случае попадания какой-нибудь ядерной бомбы на один из цехов, чтобы другой цех не пострадал. Поэтому между ними были огромные там расстояния. Думали в первую очередь, наверное, так напирали на потенциал устойчивости этого производства. Были свои разные электростанции. Стратегический такой объект. Да. Это было тяжелое машиностроение, как стратегическая отрасль на случай войны. В подобным образом были построены почти все заводы. И те, которые сейчас существуют, они почти все были построены на предприятиях бывших заводов. И, соответственно, никто... Но они занимались оптимизацией, и все занимаются оптимизацией в мере того, что получается. Мы первый завод, который был спроектирован именно с нуля для идеального, оптимального производственного процесса. Мы даже в процессе уже, когда он был спланирован, мы продолжали работу, оптимизировали, и даже в процессе строительства вносились в проект корректировки так, чтобы его сделать более компактным, избежать всяких бутылочных горлышек, уменьшить внутреннюю логистику. У нас внутрицеховая логистика, она просто действительно не имеет никаких вот там аналогов из того, что сейчас существует. Полностью по бизнес-составляющим, по бизнес-теории, да? Мы готовимся просто к большому соревнованию. Да, к эффективному производству. Соревнованию. У нас очень много конкурентов. Они уже все построены. Мы самый молодой завод, строящийся, причем такого масштаба завод. Да? Я не говорю там вагоны там, в пределах там, 100, 200, 300, даже 1000 вагонов. Это одно. У нас завод мощностью 6-8 тысяч тонн, 8 тысяч вагонов, в зависимости от того, какие модели будут выпускаться. А при работе, плановой работе в 2 смены. Максимально возможно это 4 смены. То есть теоретически мы можем увеличивать мощность нашего производства существенно. Вот. И такого рода заводы действительно не проектировались уже давно с нуля. Не строились вот в такой на территории СНГ, да? На территории бывшего Советского Союза. Не строились в таких компактных, современных, абсолютно технологических процессах. То есть мы гордимся вот тем, что с точки зрения логистики и, соответственно, внутренней организации производства и как результат эффективности. Эффективности затрат. Да. Мы, я думаю, это абсолютно лидеры, и этому уделяем максимум внимания, в первую очередь. Я всегда говорил, что мы хотим построить лучший завод, лучшую компанию. Лучшая компания – это не самая большая компания. Если ты производишь много, это не значит, что ты производишь хорошо. Мы в тяжелом соревновании, у нас очень конкурентная среда, это не недра. Это то, что мы делаем с вами абсолютно своими собственными руками, мозгами, головой, креативными какими-то идеями. Здесь мощная конкуренция, и поэтому мы уделяем максимум поставлен на то, чтобы быть лучшими. У нас максимально компактно, и то чуть-чуть из-за нашего
технического задания на такой объем. Мы даже чуть-чуть вышли из оптимального количества сотрудников на заводе. То есть, в принципе, считается оптимальным 1500-1700 человек. Больше уже тяжело управлять производством. У нас чуть больше, у нас где-то 2500 предполагается, но мы применили там очень интересные новые меры, необычные совершенно. У нас весь технический персонал завода, офисы расположены прямо в цехах, прямо в заводе. То есть не только начальники цехов, такое встречалось раньше, а все, директор производства, технологи со всей цепочкой планового отдела и со всей цепочкой всех производственников, они сидят прямо в цехах и минимизируется время даже, мы это Для считали. принятия решений, да. Для принятия решений нужно оказаться на месте событий. Это занимает секунды. Если, как обычно, здание завода управления, то прийти в цех это занимает минуты. Мы даже это внимательно считаем, изучаем. То есть при строительстве вот вашего вот завода ВАТРА вы учли весь многолетний опыт, да, Максимум. уже существования наших, то есть заводов вот на территории СССР, капитальных каких-то заводов, да? Я сам Весь опыт, инженер-конструктор. который ваш бизнес-опыт. Я сам все время был связан с производством, но тут более важно, что вот вы правильно сказали, мы привлекли лучших специалистов и из советских бывших производств, из современных российских производств. Они были объединены даже не нашим, там, не знаю, коммерческим каким производством, нет. Их всех объединяет идея создать лучший завод, завод мечты такой, Dream Factory, который будет эффективный, который будет устремлен в будущее. Вот сейчас у нас в серии выпускаются тележка, аналог 1800, это наша модель полностью сделана, полувагон вот такого типа и платформа, ну, самая обычная 40-футовая. Но на этих двух моделях мы заканчиваем производство обычных вагонов. Дальше мы делаем только абсолютно инновационные вагоны нового поколения, которые будут лучшие в своем классе. Которые скоро будут открыты, да, или запущены? Прямо сейчас у нас идет сборка нового поколения газовой цистерны, которая не бывала ни по вместимости, ни по грузоподъемности перевозок. Это там совершенно новое слово. То есть, если они производились в Тихвине, они теперь будут производиться в Теперь Атырау? они производятся у нас. Там наши идеи заложены, которые тоже не реализовывались никогда. Это позволило нам где-то около 4,5 тонн получить повышение грузоподъемности, увеличить объем котла. Это все часть эффективности перевозок. То же самое касается буквально 6 августа эта цистерна уходит в эксплуатационные испытания. 8 августа уходит нефтяная цистерна, нефтебензиновая цистерна. То же самое. Небывалые показатели по объему, по грузоподъемности. Тоже много технических инновационных решений, которые дают твердое право называться, что это будут лучшие цистерны в этом классе, как газовая, так и нефтяная. Новое поколение тоже 80-футовых платформ повышенной грузоподъемности, тоже благодаря тому, что вот конструкторское бюро, которое у нас работает, оно, ну, так скажем, нацелено на то, чтобы не просто сделать, а сделать лучше. Это будет самая высокая грузоподъемность, самый низкий вес тары и тоже будет самый эффективный. Там будет новая модификация тележки, у которой будут эти гарантийные плечи увеличены тоже для этих же целей. На подходе серийный выпуск сочлененной платформы. Это тоже мы сделали в Тихвине. Вот это наша разработка ее. Вся техническая документация принадлежит нам. Это полностью наш вагон. Этой платформы без использования узлов, чьих бы то ни было, это будет полностью 100% наша платформа на наших компонентах. Тоже в Атырау будет производиться? 100% в Атырау будет производиться.